Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Снова мы с вами на Мокше. Как и обещал, значит, мы в Рязанской области. Значит, вчера в конце видео я сказал, что в Пензенской, я просто оговорился. В Рязанской области, ниже Сасовского моста. Значит, приехали с утра, весь берег занят от моста. Погода была в пятницу и в субботу хорошая, и народ приехал отдыхать. Кое-как нашли место, где сбросить лодки. Это где-то ниже моста, километров 2, наверное, я думаю, вот так вот, может быть, где-то по воде. И рыбалку я теперь не знаю, как организовать. Я планировал снова под мостом половить там судачка, как в прошлый раз, попробовать. Крупные воблеры оставил и взял джиг. На джиг не рыбачил 1000 лет. Видимо, пришел тот день, когда нужно будет рыбачить на джиг, ребята. До моста на веслах плыть далековато, пока я доплыву, уж и рыбалка подойдет к концу. Значит, я с друзьями, с двумя Александрами. Один Саша уехал вверх по течению, другой вниз по течению. А я остался без мотора здесь вот между двумя саньками, так скажем. Так что буду пробовать здесь что-то поймать. Лодку взял без мотора, потому что, ну, взял то, что вот вчера после рыбалки в багажнике было, просто переложил к ребятам и поехал. Вот такие пироги. Но единственное, только воблеры почему-то оставил. Сейчас об этом очень сильно жалею. Ладно, какая рыбалка получится, посмотрим. Не переключайтесь. Так, ну что, принял я решение все-таки подняться до моста, потому что у меня эхолота нет. Значит, напротив машины побросал немного джиг, воблеры, не клюет. Значит, машина у нас за поворотом затем. И я наваливаю на веслах. Значит, мост за тем поворотом находится. Буду наваливать туда и пробовать рыбачить там, ребят. Все, до встречи под мостом. Так, ну что, утреннюю зарядку сделал, догреб мост, значит, вот, вот один из саньков. Что, поймался, нет? Не клюет? А под мостом? Под мостом и был. А, под мостом тоже не клюет, да? То бишь там же решата все кончились, да? Понятно. Ладно, сейчас тоже привяжу свинец и буду кидать его в воду. А уж что у нас получится, посмотрим. Будут поклевочки, будем включаться, ребят. Вот у нас и рыбка есть, на. Саня поймал окуня. Пока я тут отдыхал от гребли, Санек поймал окушка. Ну, корягу прям завел. Ага, но я сейчас тоже присоединюсь, ребят. Сейчас попробую тоже на джиг чего-нибудь поймать. Значит, какая тема? У меня джиговые снасти такие дилетантские. Ага, все, отпустили. На следующей неделе мне придет спиннинг, нормальный, катушка. Я вам потом все это дело покажу. А пока будем рыбачить на катушку с Алиэкспресс. Какая-то фишмар у меня. И спиннинг тоже там, не знаю, не пойми какой. Ну, будем пробовать. Так, ребята, у меня на первой же проводке случился сход. Ну, тоже, по всей видимости, окунь. Сейчас будем пробовать на воронку кидаю, ребята. Ничего себе. Так, ребята, хорошая рыба клюнула у папки. Щука, ребята. Щука. Хорошая щука клюнула у папки на джиг, бля, вот это да, на. Так, опа, сошла. Ну, все равно бы отпустили. Ну да, вот здесь возле речки, блин. Ставим лайк. Значит, не знаю, вот на какой-то это
Какого-то вот такого червяка я нашел у себя. Старого. И на него клюнула щучка, блин. Ну, у меня ничего, не подсачника, блин, ничего нет. Ай, ну ладно, что. Уже неплохо. Да он игрушечный вот. Фух. Ну ладно, что, продолжаем. Здесь вот лежит коряшка какая-то, блин. И вот ее перевалил, и за ней случилась поклевка. Ну да. Че? Ну, может, жерешки маленькие, да. Так, что, ребят, кидаем, не клюет. Решили попить чай. На улице осень прям какая-то. 17 градусов. Звонил Александр, сказал, что поймал 2 щуки, ну, ориентировочно, одну на 2, другую на 3 килограмма. У нее есть камера в лодке, тоже он, может быть, там сфотографировал или что-то заснял, может быть, немножко, потом посмотрим. Вот. А мы с другим Сашкой пьем чай и жрем колбасу. Опа! Огурец, ребята, от Александра. Так, сейчас перекусим и на другую сторону, наверное, пойдем. Там коряги он какие-то что-то торчат. Попробуем. Так, ребята, пока Саша кушает, я поставил маленькую пузатую рыбку и поймал головля вот в этом завале. Да, может быть, смысл есть бросить якорь тут. Вот такой голавлик, ребят. Оба, наконец-то понадобился карцанг. Все, опускаем. Сейчас попробую тут еще покидать. Сейчас рыбка какая-то маленькая на всплеск отреагировала. На плюх. Саня на моторе поплыл на другую сторону. Занимать место. А я сейчас с плавом дойду. И где поравняемся, я переплыву речку на другую сторону и подойду к нему. Опа, ребятки. А, затащил меня тут в кусты. Так, вот такой вот голавль у меня клюнул тут. Так, ну отпускаем. Опа. На камеру не клюет. Камеру отключаешь, клюет. По старой схеме едем оббуривать Санька. Он, наверное, нашел тут рыбу. Сейчас попробуем. Вот это поклевка, ребята. Лишь бы в коряге не завел. Кто это хоть? А, щучка. Грибом или чем взять?
И квас у меня тут в подсачнике. Так, нужно отгрести сейчас. Так, сейчас отгребу. А то меня в коряге затащило. Джик, шмык. Маленькие пузатые рыбки рулят. Да, лучше бы, конечно, это был трофейный голлавль. Так, поклевка произошла на воблер Кренки 40 диповый. И щучка, где же она? И вот такая щучка. Но я думаю, что на джиг у меня такая же и сошла. Где-то приблизительно. Да, ну, как говорится, чтобы не быть голословным, сейчас взвесим и отпустим. Так, щучка весит кило 260. Давай. Что-то так напугалась, что не хочет уплывать даже. Давай. Не хочет, подружилась со мной и не хочет уплывать. Давай. Все, вот стоит, жабрами шевелит, а уплывать не хочет. Давай, все, пошла. Все, отлично. Отпускаем рыбу, ребята, ставим лайки. Так, иду с плавом по реке. Сашка уплыл к другому Сашке. Значит, и наблюдаю такую картину. На берегу лежит лодка, блин. Здесь, когда мы приплыли, два товарища спали пьяных в машине. Что-то, видимо, у них тут не задалось. Вырезали транец с лодки. А остальное все бросили. То бишь им нужен был транец. А остальное, пожалуйста, вот уключены, клапана. Лежат от лодки. Вот такие пироги. Так, ну что, какие дела? Поднялся под мост. Близко не стал подходить. Там аншлаг. 5 лодок что-то там делают, не знаю. Не стал им мешать. И принял решение, сейчас буду сплавляться вниз до машины. И где-то в районе машины буду там тусить. Что-нибудь делать. А пока сплавом на кренк буду облавливать береговую зону. Может быть, еще что-нибудь клюнет. Разогрело. 24 градуса, жара. С утра изморозь шла, такая погода была осенняя. И распогодилась вот опять. Ладно, что буду пробовать.
будет клевать, включусь, покажу. Так, ребята, все-таки попался голавлик. Опа. Ну, прошел очень много, в принципе, ни одной поклевки не увидел, и голавлик вот попался. Опа. Так, сейчас надо его как-то нам отпустить. Вот такой, ну грамм сколько, наверное, 300, наверное, в нем есть. Отпускаем. Значит, попался на воблер Strike Pro, Кренки 40, диповый. Запутался вот в подсачнике. Значит, вот в таком цвете. Ну, продолжаю сплавляться. Сейчас еще, может, кого-нибудь получится поймать. Ну что, сплавился от моста до места нашей стоянки, где машина у нас. Была одна поклевка, только вот голавлика одного поймал, и все. Но зато распогодилось, солнышко вышло, жара 25 градусов. Неплохо. Ладно, сейчас выйду к машине, может быть, перекушу что-то, и уже надоело что-то рыбачить. Посмотрим, может, еще что-то покидаю, или прямо здесь напротив машины встану, буду ждать ребят, когда подойдут, покидаю джиг. Так, ну что, выбрался на берег. Сейчас перекусим. И здесь вот возле заводи будем кидать. Сейчас вот на газовой горелочке, вот на такой, на газовой, сухой горючий здесь. Хоп. Сухой горючий тут сразу. Оп. И гречневую кашу сейчас разогреем. Война войной, а обед по расписанию. Красотища. Сейчас позвоню мальчишкам, узнаю, как у них там дела, чего, до скольки будем рыбачить. Время 2:30. Уже, наверное, скоро уж и домой, наверное, собираться нужно.
Так, солнечно, хорошо, но вон оттуда идут какие-то тучи. И идут сюда, на меня. На нас, черт побери. Сейчас может завернуть. Это вот затишье такое, видимо, перед бурей. Да. Печально. Будем надеяться, что обойдет стороной. Так, дождь стороной нас не обошел. Значит, он там эпицентр находится. Саша один возвратился, один еще нет. Сейчас накроет. Друзья еще в Нижнем Новгороде у нас сказали, что там вообще страшный ливень. Да, сейчас завернет. Нам было в машину не залезть. Поздно уже, да? Снимай. Снимаю. Да. Крутяк, погода. Давай вытащим, Сань. Ставь. Чувак чуть-чуть. Так, ну чё, Сань, чё клевало? Как рыбалка? Ну, хотелось бы, чтобы было лучше, но все равно немножко удалось поймать. То есть у меня получилось поймать 2 щуки. В принципе, таких достаточно нормальных. Ну и бершика, и судачка. В принципе, рыба была не активна. На тех точках, где в прошлый раз был судак, в этот раз была щука. Ну, у кого-то из ребят окунь тоже клевал. Ну, судак мелкий, и черт его знает, куда он сместился. Вода упала примерно на полметра, поэтому, чтобы его найти, нужно время. Вот. Ну, а так, в целом, вроде бы все неплохо. Единственное, что попали под дождик. Не ожидали, конечно, но немножко вымокли, да. Но, тем не менее, как бы с трудностями справились. Все, собрались, и теперь в сторону дома двигаем. Ну чё клевало, Сань? Рыба. Какая? На чё рыбачил? Как все, джиг. Чё с поклевками? Вот только один окунь в начале рыбалки и все, да? Одна поклевка была. Резину Хорошая порезала, да. Хорошая поклевка была. И окунь, все.
Мне меньше повезло в этот раз. Ну, повезет в следующий раз. Повезет в любви. Мне уже повезло. Ну все, О чем еще можно мечтать? да. Так, ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу наша рыбалка. Значит, к ней я был не совсем готов. После вчерашней рыбалки все, что было, собрал и переложили к Саше в машину и поехали. Единственная глупость была выложить воблеры. Можно было бы на крупные воблеры попробовать порыбачить вдоль травы. Вот, но, тем не менее, удалось что-то поймать. Значит, с джигом я уже давно не занимался, но одну поклевку увидел, как бы, и уже это хорошо. На следующей неделе придет новый комплект по джигу, и мы с Александром обязательно выберемся конкретно на рыбалку на джиговую, опробуем все это дело, и я думаю, что поймаем хорошую рыбу. Ну, будем надеяться на это. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до новых встреч, друзья. Ну ты бам-бам. Чтобы не пропадало добро даром, мы решили снять всю подвесуху. Пока туристы ловят рыбу, мы занимаемся тут это. Мародерство. Ну какой, что, нормальные клапана, нормальные, уключенные. Спросят, а у Саши есть. Не, может кому пригодятся. Кстати, вот на это, на ремкомплект ПВХ хороший, толстый.